Ассаламу алейкум. Добрый вечер всем, кто сегодня слушает и смотрит наш канал. Чеченцы и ингуши – два народа, которые не только имеют одно вероисповедание, не только являются соседями, но и генетически имеют одно происхождение. Сегодня это два народа, это две республики, это фактически два менталитета, и никто этот факт не оспаривает. Между тем, если бы не существовали оголтелые товарищи, которые обожествляют собственные убеждения и прихоти, и тем самым пытаются стравить соседей, если бы не эти личности, то эти два народа имели бы все обстоятельства для того, чтобы жить хорошо, комфортно, счастливо, без каких-либо притязаний и претензий друг к другу. В последнее время достаточно активно ведется работа, я бы сказал, информационная война, цель которой направлена на то, чтобы разжечь вот эту межнациональную рознь. Какие там цели, какие там перспективы, это вопрос отдельный. Мы не ставим задачу себе сейчас разобрать этот вопрос. Вместе с тем, мы бы не обращали внимания на происходящее и не комментировали бы это, если бы не, во-первых, мы дождались какой-то реакции официальных органов, научных хотя бы, образовательных, научных учреждений, которые бы прокомментировали то, что происходит, то, что транслируется Бузуртановым. Мы этой реакции не дождались. И наблюдая за тем, как популяризируется эта личность, как много аудитории эта личность охватывает, значит, есть спрос к этой информации, есть доверие к этой информации, мы решили сделать небольшое выступление и дать вам понять и увидеть, как вообще со стороны выглядит то, что делается Русланом Бузуртановым, и как легко можно манипулировать фактами, компилировать данные и направлять их в такое русло, чтобы создавать, чтобы подталкивать читателя к выводам, которые в действительности не имеют ничего общего с реальностью, но вместе с тем никаких других вариантов, никакой другой альтернативы при подобной трансляции информации у аудитории просто нету. Я, подражая, скажем так, Бузуртанову, ссылаясь на источники, начну с самого главного ингушского источника, это Чах Ахриев, это 19 век, 1875 год, сборник сведений о кавказских горцах, значит, выпуск 8, страница 7. Вот прочитаем, пожалуйста, цитату. Это говорит ингуш, не чеченец. Кабардинец, бывший в плену у Вамполож, воротился в Терскую долину, взял с собой кабардинку и, привезший ее в гору, женился на ней. От этого брака произошли горные ингуши. Да раз цитата. Когда это произошло? В то время самое употребительное оружие было луки, а у некоторых ружья, но не такие, как теперь, а с фитилями. То есть речь идет минимум о 15 веке, максимум о 16 веке, время, когда было введено это оружие. И еще один источник, это Долгат, известный этнограф, «Родовой быт и обычное право чеченцев и ингушей», значит, издание 2008 года, Москва, 63 страница. По этим преданиям, предка галгаевцев звали Га, у него было двое сыновей, Галгай и Габерте, то есть Реберто. Что мы видим? Мы видим, что эти два источника показывают, что ингуши, если бы мы буквально понимали написанное здесь, ингуши происходят либо от кабардинцев, либо имеют с ними одно происхождение. Кабардинцы, как известно, народ, который вел полукочевой образ жизни до недавних пор и не имел ничего общего с кавказской культурой, имеется в виду с башенной культурой и вообще с автохтонностью по отношению к Нагорной полосе. Выводы налицо. Хорошо, скажете вы, этого недостаточно. Сошлемся на другие источники. Дахкильгов и Мальсагов. Два столпа ингушского фольклора. Сборник сказки, сказаний, предания чеченцев и ингушей. Это 1986 года издание, страница 335. Подчеркиваю, сообщение со слов Даскиева, записано в 1966 году. Это этнический ингуш. Цитата. «Эги был князем и происходил из армян». Подчеркну, что Эги – это человек, значит, согласно одной версии Эги, Хамхи и Таргим – это три брата. Согласно другой версии, Эги является отцом трех братьев, которые поселились в поселениях Эги, Хамхи и Таргим. И фактически львиная доля современной Ингушетии, жителей Ингушетии и ее главная, значит, интеллигенция возводит свою родословную к этому Эги. Вернемся к нашему источнику. Эги был князем и происходил из армян. Село Кекалы, то есть Кекалы, как раз таки эти три населенных пункта, тогда жили галгаевцы, то есть кто-то там
на тот момент уже проживал. Эги имел большие стада, значит, он предлагает, согласно этому источнику, свои стада, половина стада, взамен того, чтобы ему разрешили здесь поселиться. Проходит какое-то время, цитата, «выросли его сыновья и поселились в селах Пехалы, Эги, Кал, Хамхе и Таргим». Итак, согласно этому источнику, ингушскому источнику, на тот момент, когда Эги, происходящий из армян, прибыл на территорию Асинского ущелья, здесь уже жили какие-то люди, а они были пришлыми. Мальсагов в отдельном своем издании «Сказки и легенды ингушей и чеченцев» от 1983 года издания, значит, пишет на 313 странице: «Эги был княжеского происхождения и прибыл из Армении. В местечке Катале жили ингуши». Спрашивается, если кто-то уже жил на этом месте, ингуш этнонима тогда не существует, галга этнонима тогда не существует, потому что согласно тому, что мы знаем, от Эги происходит галга. И когда Эгер пришел, его происхождение армянское, а на территории Асинского ущелья уже кто-то жил. Парадокс. Значит, и закончим цитату. «Эги выросли сыновья, одни из них осели в Эги Кале, другие в Хамхе и Таргиме». Итак, что у нас получается? У нас получается, что значит, то ли у нас у ингушей армянское происхождение, то ли у ингушей кабардинское происхождение. При желании мы можем это свести на то, что у кабардинцев вплоть до 15 века кабардинских князей были православные священники, и этим можно объяснить связь между кабардинцами, армянами и ингушами. Значит, но и на этом мы не заканчиваем цитату. Вот еще один источник, Мальсагов тоже, названное издание «Сказки и легенды ингушей и чеченцев», 1983 года издания, 314 страница. «Эги взял с собой младшего сына Обана». И далее. «Решили они и хотели устроиться в местечке Алкум, но и там им не давали покоя Сычореву». Согласно этому источнику, на территории Эссенского ущелья кто-то жил уже в верховьях, кто-то жил по долине, то есть Сычоеву уже там проживали, то есть Ржской, а Эги происходил из армян или же от кабардинцев. Парадокс. Об этом нам сообщают ингушские источники. Крупнов в своем издании «Средневековая Ингушетия», второе издание, в Магасе, изданное в 2008 году, на странице 34 пишет: термин «галгай» связан органически с древнейшим культурным очагом Ингушетии в верховьях реки Асы, называемым Галайчуи. То есть Галгай он производит от понятия Галайчуи. Галай – сегодня существующий Арштхоевский тейп. Получается, что Сычоевы жили Арштхой, Галай жили Арштхой, в Асинском ущелье верховье кто-то жил. Ингуши или Галгай, или производные потомки от Эги, пришли и фактически где-то в 15-16 веке оказались пришельцами армянского, то ли кабардинского происхождения. Это то, что можно сказать, и вывод, который можно сделать по этим источникам. Яковлев, на которого часто ссылаются ингушские источники, собственно говоря, потому что он написал целый труд «Ингуши», у нас в переиздании 2013 года вы можете поработать с более старыми изданиями. Страница 99-100. Цитирую. «Мало-помалу в руках братьев и их потомков, то есть речь идет об Хамхе, Таргиме и Эге, скопились богатства, поселения их разрослись, и по их именам получили название села Эги, Кал, Хамхе и Таргим. В союзе с другими соседними родами Беркимхой, Евлоевыми и Фертышовлы, и все. Потомки трех братьев или роды трех селений, Каталой, вооруженной рукой распространили свою власть на ряд соседних племен, не являющимися этническими галгами. Каких племен? Фетпинцев, Аккинцев и другие. В другом источнике более подробно об этом говорится. Источник Султан Елхароев. Елхароевы, насколько мне известно, часть, по крайней мере, сегодня считает себя ингушами и проживает на территории Ингушетии. Источник «Мифы и предания чеченского народа», том 2, издание 2011 года, Москва, но рассказывает, как я сказал, ингуш. Страница 88-89, цитата. «Эги, Кал, Хамхе и Таргим в союзе с родами Беркимхоевыми, Евлоевыми и родом Фертшолы с помощью кабардинцев и кумыков, вновь мы видим здесь кабардинцев, попытались распространить свою власть на ряд соседних обществ. Фетпи, Эрпи, Схоры, Орсхой, Мелхи и другие написаны здесь. Соответственно, все перечисленные выходят, они автохтоны. Значит, они в состоянии войны с потомками Эги. И Эги вместе с другими родами это пришлые, которые вооруженной рукой распространяют при помощи кабардинцев влияние на соседние общества. Недостаточно, скажете вы,
Приведем источник Далгат, уже упомянутый родовой быт и обычное право чеченцев и ингушей. 2008 года издание, 75-я страница. Цитата. «Аккинцы, малхинцы и народ Пхей, то есть хиксуры, часто вели войны с ингушами галгаевского общества. Аккинцы вечно беспокоили прочих ингушей и были в непримиримой вражде с ними». Вот такая вот ситуация. Мы сейчас продолжим, достаточно немного сделана выборка, но основная мысль, которую мы хотим преподнести. То, что мы сейчас зачитываем, тот образ и тот вариант трансляции этой информации не оставляет никакого другого выбора для аудитории, кроме как сделать вывод о том, что вся научная интеллигенция, основная часть современной Ингушетии, которая возводит свое происхождение к Эги, то ли армянского происхождения, то ли кабардинского происхождения, появляется на территории Верховья Асинского ущелья в 15 либо в начале 16 века и фактически вооруженной рукой при помощи тех же самых кабардинцев распространяет свою власть на остальные соседние общества. Но и это не все. Теперь то, что касается этнонима Галгай. Когда он возникает? Яковлев, ингуши. У нас издание «Москва» 2013 года. Вы можете воспользоваться, как я сказал, более старым изданием. Страница 101-102. Цитата. «Галгай Хамхе был дружен с одним богатым феппинцем, который посватался за сестру Хамхе, калеку от рождения. 2 года тянулись переговоры, так как Галгаи не хотели родниться с низшим, подвластным им племенем феппинцев». Парадокс. Вроде бы одна нация, один народ, а родниться с феппинцами не хотят. Быть может, потому что они завоевали их вооруженной рукой, как сообщают другие источники. Значит, посмотрим, что говорит Крупнов в средневековой Ингушетии, второе издание упомянутое. Магаз, 2008 год, 30-31 страница. В силу социально-экономической значимости галгаевской племенной группы, имя этого племени, Галгай, было перенесено на другие ингушские племена. Таким образом, именно род Эги вместе с Ферчолой и Беркинфоевыми распространил сначала вооруженной рукой при помощи кабардинцев свое влияние по отношению к соседним обществам, на которые таки он впоследствии перенес свое племенное название – Галгай. Яковлев, ингуши, тот же источник, 100-я страница. Не было общего названия для всех ингушей, и галгаями назывались только 3-4 сильнейших рода, мы их назвали, занимавших лучшую часть горной Ингушетии. Там же отправлялись с оружием в руках за сбором дани ко всем остальным племенам. Там же выходцы из чужих родов, беженцы, пленники, найденыши становились рабами. Вы скажете, что это все компиляция и пережитки прошлого. Но если мы послушаем Идриса Абадиева, который рассуждает о том, что кто-то из современных его соплеменников варраш, кто-то рабы и так далее, то, по всей видимости, вот эти вот представления и ощущения определенной части нынешней интеллигенции по отношению к другой части Ингушетии, себя высшим сословием, а остальных происходящих от низшего сословия, еще не выветрились из голов некоторых людей. Возьмем Волкова, завершая наше выступление. Волкова, этнонимы и племенные названия Северного Кавказа. Москва, наука, 1973 год, издание, 167-169 страница. Цитата. «Галгаевец никогда не скажет, что он фяппи, тогда как фяппи может назвать себя галга». Там же убийство одного галгаевца следует, за убийство одного галгаевца следует убивать 2 феппинцев. Если мы вспомним пресловутое произведение Эздел, которое написано Абадиевым, там были рассуждения о том, что существует некий ахнехкнах, то есть люди в полцены. По всей видимости, речь идет именно об этой части, о которой, собственно говоря, высказался Абадиев во время видеосъемок. И завершая, поскольку Бузуртанов часто пытается ссылаться на то, что кисты это исключительно ингуши, и, между прочим, упоминает Ренекса, но вместе с тем цитирует только одну часть этого источника. Значит, это Аталиков, издание, которое неоднократно Кавказе в европейских источниках, первый том, на который ссылается Бузуртанов. Я приведу вам цитату со 182-183 страницы. Это завершение. «Кисты не понимают языка ингушей. Только билетливые чеченцы, продолжает автор, говорят на одном языке с кистами. Кистов лучше считать их предками, то есть горных чеченцев,
поскольку чеченский язык имеет много близости с кистинским, и они понимают друг друга. Конец цитаты. Источников этих и цитат этих достаточно много. Читать это можно бесконечно. Если бы кто-то взялся за все это и поставил бы себе целью вести какую-то информационную войну и создать у аудитории определенное впечатление, выставляющее Ингушетию и ингушей в самом худшем свете, это бы сделали люди эти достаточно эффективно. И любой другой по отношению к любой другой национальности, будь то чеченцы, будь то другие соседи, если такая цель ставится, всегда человек может найти способы для компиляции и манипуляции фактами. Я хочу подчеркнуть, мы ни в коем случае не хотим никого оскорбить. Мы генетически одно племя, и нет этому никакого сомнения. И утверждение о том, что ингуши имеют армянское происхождение, либо они имеют кабардинское происхождение, это полная ересь. Точно так же, как и утверждение о том, что ингуши и чеченцы имеют монгольское происхождение. И как об этом говорил сам Бузуртанов Руслан, мы отражаем кавказское нашествие, и нет никаких разделений между горными, между равнинными чеченцами, между современными ашхоевцами и чеченцами, да даже между современными ингушами и чеченцами. Потому что если вы возьмете Тырлоевых с территории Ингушетии, такой же чеченский тейп Терлой. Если вы возьмете Елхароевых с территории Ингушетии, такой же чеченский тейп Ялхарой. У нас по генетике расстояние по отношению с другими основными, даже нохшмаххоевскими тейпами, Куршлы, Алары, Цонтры, расстояние не более 1000 лет. А между Цичоевыми и Центуроевцами один предок на расстоянии 700 лет. И любой из вас может в этом убедиться, если пойдет и взглянет на данные сайта УФУЛ, где выставлены результаты биг-тестов. В чем суть и каково заключение нашего сегодняшнего выступления? Если вы хотите верить в то, что является вашим собственным убеждением, страстями, которым вы хотите поклоняться, если ваша цель это разжигать рознь между соседями, братьями, генетическими и по конфессии, и соседними регионами, то вы можете спокойно слушать Бузуртанова, или Бузуртанов может продолжать транслировать информацию подобного рода. Если же вы ищете правду, то вы всегда должны помнить, что компиляция, манипуляция – это достаточно доступная вещь, которую может произвести любой человек, вот так вот играя этими цитатами. Мы сегодня две республики, мы сегодня два народа, мы сегодня два региона. Но мы соседи и братья.